Это история, которую я до сих пор не могу забыть. Обычный вечер. Я, как всегда, за рулем, работаю таксистом. Город уже начинал заспать, людей на улице становилось все меньше. Заказов почти не было, и я уже подумывал заканчивать смену. Честно говоря, устал. Хотелось просто поехать домой, отдохнуть, но решил взять еще одного клиента на удачу. И вот, иду по улице и замечаю девушку. Она стоит одна, поднимает руку, пытается остановить машину, но никто не останавливается. Не знаю почему, но я притормозил. Она села в машину. С первых секунд я понял, она необычная. Уверенная, ухоженная, красивая, но в глазах было что-то странное. Как будто за этой уверенностью скрывалось что-то другое. Я спросил: «Куда идем?» Она назвала адрес и замолчала. В машине повисла тишина. Через пару минут я заметил, она начала нервничать. Смотрела в окно, потом в телефон, потом снова в окно. Как будто не могла найти себе места. Я не выдержал. «У вас все нормально?» Она сначала ничего не ответила. Потом тихо сказала: «Да просто задумалась». Но через некоторое время сама начала разговор. Слово за слово, и мы разговорились. Она оказалась довольно открытой. Рассказала, что едет в центр, что устала, что день был тяжелый. И вдруг говорит: «А давай зайдем в кафе?» Я угощаю. Честно, я удивился. Такое бывает нечасто. Но подумал, почему бы и нет. Мы заехали. Сели, заказали еду. И вот тут я начал замечать странности. Она вела себя слишком свободно. Смотрела прямо в глаза, улыбалась, иногда говорила вещи, которые обычно не говорят при первом знакомстве. Как будто проверяла меня. После кафе я отвез ее домой. Когда мы приехали, она вдруг взяла меня за руку. И не отпускала. Смотрела прямо в глаза и улыбалась. Я реально растерялся. Не знал, как реагировать. Она сказала: «Ты хороший. Мне с тобой спокойно». После этого вышла из машины и ушла. Я подумал, странная ситуация, но на этом все закончится. Как же я ошибался. На следующий день она позвонила. Я даже не понял, откуда. У нее мой номер. Сказала: «Давай увидимся еще раз». Мы встретились. Сначала просто катались по городу. Разговаривали, она уже была более открытой, даже слишком. А потом она предложила: «Поехали в сауну. Там мои подруги будут». Вот тут я начал сомневаться. Но любопытство взяло верх. Мы приехали. Там были ее подруги, атмосфера была совсем необычная. Шумно, весело, но в то же время как-то странно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Они общались, смеялись, а она все время была рядом со мной. И в какой-то момент она просто дала мне деньги. Я был в шоке. Спросил: «За что?» Она сказала: «Просто ты мне нравишься. Будь рядом». И вот тогда я понял, все это не просто так. Позже, когда мы остались наедине, она начала говорить уже серьезно. Сказала, что и вот здесь. Что были отношения, но все заканчивалось одинаково. Мужчины приходили и уходили. Она говорила: «У меня есть все деньги, свобода, но нет главного». Я спросил: «Чего?» Она посмотрела на меня и сказала: «Настоящего человека рядом». И в этот момент я увидел ее настоящую. Не ту уверенную девушку из машины, а уставшего человека, который просто хочет тепла. Я молчал.
Не знал, что сказать. Потому что понял одну вещь. Иногда за красивой внешностью, за уверенностью, за легкостью скрывается одиночество. Глубокое. Настоящее. С тех пор я стал по-другому смотреть на людей. Мы часто судим по первому впечатлению. Думаем, что все понятно. Но на самом деле мы даже не представляем, через что прошел человек. Эта история многому меня научила. И если ты досмотрел до конца, запомни. Не все так, как кажется на первый взгляд.